Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Предприниматели в сфере туризма продолжают работать над повышением уровня качества своих услуг. На неделе в Якутске собрались эксперты Федерации рестораторов и ательеров России. Мероприятие организовано Министерством предпринимательства, торговли и туризма региона. И сегодня гость нашей студии Артем Губанов, директор Федерации рестораторов и ательеров, ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства. Артем Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день, Иван. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет система квалификации в сфере гостеприимства в России? Это некие обязательные к исполнению стандарты или все же это какие-то рекомендации к участникам отрасли? На текущий момент мы все-таки это воспринимаем как определенного рода рекомендации. Но если мы говорим о рекомендациях, разработанных бизнес-сообществом, работодателями, профсообществом, я бы все-таки говорил об определенной обязательности. Да, как если все работодатели решили, что это важно, почему мы считаем, будучи сотрудниками, что мы можем не выполнять данные профессиональные стандарты как сотрудники? Должностные инструкции же являются обязательными? Являются. С точки зрения законодательной, применение профессиональных стандартов, оно в определенной части является обязательным. Что касается нашей сферы, в большей степени мы говорим про добровольность. Хотя, опять же, есть определенные нюансы. И понятно, что это направление достаточно ново все-таки, да, и существует большое количество проблем на текущий момент вообще в сфере гостеприимства в связи с пандемией и последствиями от режима повышенной готовности. И действительно, контрольно-надзорные органы сейчас не будут приходить штрафовать, та же самая трудовая инспекция, за несоблюдение требований о применении профстандартов. Хотя сейчас были внесены дополнительные изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, где прописано, в какой части являются обязательными применение профстандартов, а в какой части рекомендуется использовать какие-то элементы профстандартов. И здесь я бы, вы знаете, хотел бы отметить, что профстандарт — это, вы знаете, не какая-то дополнительная нагрузка, да, на бизнес, это помощь. Сейчас существует 40 советов по профессиональным квалификациям в России, отраслевых. А наш совет один из 40. И ключевое, наверное, отличие нашего совета от многих других, например, СПК на железнодорожном транспорте. Да, есть РЖД, есть еще ряд дочерних компаний, где, в принципе, достаточно удобно. Это крупные игроки, которые имеют свою собственную корпоративную программу обучения, корпоративную систему аттестации и так далее. В нашей сфере это микробизнес, это малый бизнес, это средний бизнес. Давайте зададим вопрос нашим игрокам, кто обладает финансовыми, в том числе, возможностями и экспертными, разработать внутренние стандарты для сотрудников, кто имеет возможность разработать методологию оценки качества, да, данных сотрудников. Это очень дорогая, на самом деле, процедура, и здесь требуется серьезная экспертиза. Профессиональные стандарты выполняют такую функцию определенного справочника, когда работодателю достаточно взять справочник, профессиональный стандарт полистать и сказать, а оказывается-то официант должен уметь еще вот это, и вот это, и вот это, а у меня почему-то официанты этого делать не могут по той или иной причине, либо качество низкое. И здесь мы говорим с вами о конкурентной способности нашей сферы, да, и о том, что нас с вами как гостей не устраивает, когда мы приходим в ресторан, селимся в отель, либо там ездим в рамках внутреннего туризма по регионам России. В этом случае очень важна и обратная связь. Она как-то учитывается при разработке именно вот этих рекомендательных каких-то моментов, которые потом используются на практике? Смотрите, профессиональные стандарты разрабатываются непосредственно носителями профессии. Да? То есть это не история, когда кто-то из чиновников разработал, кто-то из образовательных организаций разработал. Их разрабатывают специалисты из отрасли, это во-первых. Во-вторых, используются международные практики. Если мы говорим с вами про профессиональные стандарты в нашей сфере, то мы, безусловно, учитываем те моменты, которые прописаны в международных практиках для сомелье, для барменов, для шеф-поваров. Также мы используем стандарты WorldSkills. У нас совместно синхронизированные стандарты. Их компетенция, да, и наши стандарты. Защищать конечно, конечно. И, соответственно, у нас происходит синхронизация, эксперты взаимодействуют, общаются, и на выходе мы получаем документ, который публично обсуждался. И все желающие имеют полную возможность направить свои пожелания, рекомендации и так далее к этому документу.
Профстандарт не разрабатывается одним-двумя лицами, да, и он не принимается просто, вот, знаете, советом. Есть вполне понятная и четкая процедура, регламент по утверждению профстандартов, и она подразумевает профессионально-общественное обсуждение данных стандартов. Ну да, было бы нелогичным принятие таких важных документов без обширного представления работников этой отрасли. А скажите, есть ли необходимость открытий региональных экзаменационных центров в сфере гостеприимства? Для чего, как он будет функционировать? Если мы говорим про национальную систему квалификации, вот ядром являются профессиональные стандарты, которые определяют вектор как для работодателей, которые понимают, кто им требуется, да, то есть какие требования они могут предъявлять сотрудникам. Сами сотрудники для своего карьерного роста, к примеру, они могут почитать профстандарт и понять, что им необходимо сделать для того, чтобы подняться на более высокий уровень, ну и, соответственно, получать больше. И третья, да, сторона, четвертая сторона — это образовательная организация, которая заинтересована в том, чтобы запускать те программы образовательные, которые действительно были бы востребованы. Независимая оценка квалификации — это инструмент. Это то, что позволяет нам дать обратную связь с искателем. Независимая оценка квалификации проходит в форме профессионального экзамена. К примеру, вы приходите в Центр оценки квалификации, сдаете профессиональный экзамен, успешно, неуспешно, и вам экспертная комиссия дает обратную связь, рекомендации. Часто ли мы с вами можем от наших коллег, да, у которых есть значительный опыт, получить честную, прямую обратную связь? Это в любом случае будет субъективное мнение какое-то. Вот по поводу субъективности. Если коллега-коллеги расскажет. Если коллега-коллеги, да. Если мы говорим про экспертную комиссию, которая состоит из там как минимум 3 экспертов, которые в соответствии с требованиями, опять же, законодательства аттестованы, которые обладают необходимыми знаниями с точки зрения проведения процедуры, которые сами прошли независимую оценку квалификации, да, и обладают определенным послужным списком. Соответственно, с их стороны в общем контексте мы говорим с вами об объективной оценке. Ну, насколько это возможно. Оценочные средства разрабатываются экспертным, опять же, сообществом и утверждаются Советом по профессиональным квалификациям. Да? То есть здесь нет речи о том, что вот сегодня у меня, как у эксперта, есть такое-то настроение, я поставил 2 балла, да? А вот у другого эксперта крайне положительно, он всем ставит там по 10 баллов. Нет, такого быть не может. Вся эта процедура четко регламентирована, есть оценочные листы, которые заполняются, есть возможность проверки со стороны того же самого Совета по профессиональным квалификациям, Национального агентства развития квалификации, Министерства труда и соцзащиты. Ведь в случае успешного прохождения соискатель получает свидетельство о квалификации, которое, в свою очередь, заносится в единый реестр по результатам независимой оценки квалификации и ведется он Министерством труда. Ну и при прочих равных условиях при устройстве на работу эта экспертная оценка ставит как бы претендента на голову выше остальных, у которых, может быть, таких оценок еще нет. Да, да. Скажите, пожалуйста, вы много общаетесь в любом случае с представителями отрасли. Вписываются ли в общепринятую систему стандартов, правил, сводов и прочих таких вещей региональные ательеры и рестораторы? Или где-то все-таки идут какие-то провалы, упущения и недоработки? В целом все вписываются. Поскольку они еще функционируют, да, если бизнес работает, соответственно, безусловно, вписываются. Это, знаете, как бизнес-процесс или стандарты. Если они не описаны, это не означает, что они не существуют в организации. Просто они не описаны. И в связи с этим возникает очень много сложностей, но они есть. Если мы говорим про профстандарты, там же закладываются вполне понятные, внятные моменты, которые присущи всем организациям. Если бы официанты не знали там какие-то моменты, да, которые описаны в профстандартах, бизнес просто не существовал, он был бы уничтожен из-за некомпетентности сотрудников. Поэтому данные моменты, они уже есть. Что касается того, насколько сами сотрудники, да, и вот те люди, которые сейчас работают в ресторанах, отелях города Якутск, требованиям профстандартов, здесь есть определенные моменты, но, опять же, мы посетили несколько отелей, несколько ресторанов, у нас была определенная возможность в действии посмотреть, как кто работает. Есть определенные моменты, по которым требуется работа, действительно так. С точки зрения сервисной составляющей, с точки зрения отработки ряда бизнес-процессов и с точки зрения того же самого стандарта, внутреннего стандарта, к примеру, отеля,
когда при заселении в отель я понимаю, что в этом отеле стандарт не работает. Он есть как бы, но его и нет. Возможно, его и нет, но в любом случае он не работает. Не могу не спросить и об этом. Все-таки пандемия коронавируса отразилась на всех сферах, и сфера гостеприимства пострадала, по оценкам экспертов, больше всего. Скажите, как будет восстанавливаться и какие перспективы развития есть у этой сферы? Действительно, наша сфера одна из наиболее пострадавших отраслей: гостиничный, ресторанный бизнес, туризм в целом. Если говорить про восстановление, те, у кого были налажены хорошо операционные процессы, да, и все было четко с бизнес-процессами, и в тех местах, где было все в порядке, опять же, с квалифицированными кадрами, они имеют больше возможностей, да, и шансов выжить. Ну и они выжили. Очень многие из тех, кто просто пришел, открыл ресторан, да, вот знаете, хобби такое, давайте я открою ресторан, ничего не зная об этом бизнесе, а те закрылись. Ну, кто-то остается, кто-то надеется на восстановление. Что касается будущего, здесь в любом случае вопрос квалификации. Вы знаете, пандемия показала наибольшую важность как раз квалификации сотрудников. Потому что мы понимаем, когда раньше можно было бы содержать там 10 официантов на небольшой ресторанчик, это было бы вроде в порядке. А сейчас возникает необходимость сокращения затрат. А как мы можем сокращать затраты? Наша же сфера, она наиболее человекоемкая. И действительно необходимо, и опять же, да, для повышения престижа работы, повышения заработной платы, для того, чтобы это повысить, необходимо уменьшить количество работающих сотрудников на одном предприятии. При этом мы же не говорим о том, что все остальные уйдут с рынка. Ведь будут открываться новые рестораны. Если мы возьмем с вами Якутск, то количество отелей, которые здесь находятся, оно уже недостаточно для развития туризма. Да? То количество ресторанов недостаточно. А для того, чтобы открывать новые рестораны и отели, требуются, опять же, новые сотрудники. Откуда мы возьмем с вами сотрудников? Поэтому вопрос как раз к повышению производительности труда, да, повышению качества труда этих сотрудников, для того, чтобы люди, которые бы приезжали, они оставляли больше средств, росла бы выручка, и тогда действительно можно было бы говорить о возможностях открытия нового ресторана успешным ресторатором. Мы надеемся, я думаю, что в этом году продолжится истории прошлого года по акценту на внутренний туризм нашими согражданами, когда из различных регионов поехали. Наконец-то. Наконец-то поехали. России. Но, опять же, мы столкнулись с вами с другой проблемой, с определенным негативным опытом, да, вот посещения определенных, безусловно, красивых, шикарных мест, но с точки зрения сервиса, с точки зрения соотношения цена-качество, человек понимает, это, конечно, здорово, вот туда-то слетать, да, что-то посмотреть, но не соответствует определенным ожиданиям. В течение нашей поездки был вопрос от одного из экспертов, как мы считаем, насколько, что будет сдерживающим фактором для поездок по России. Качество сервиса или вот высокая стоимость. Возьмем с вами Якутск. Из Москвы в Якутск слетать. Да, очень больная тема для всех якутян. Очень и очень недешево. Проживание тоже не из самых дешевых. Далее, если мы возьмем с вами экскурсионную программу и так далее, я думаю, мы с вами понимаем примерную стоимость 7 дней, 10 дней проживания одного человека. Один человек мало, редко кто путешествует в одиночку, да? С друзьями, если мы с семьей и так далее. И когда мы на выходе получаем не то, что бы нам хотелось, красивые места и в других странах есть. Но там сервис другой, да? И мы за эти же деньги получаем другого качества услуги. Мы получаем определенные впечатления. Когда, извините, мы приезжаем и видим несколько странные, скажем так, отношения тех же самых таксистов, да, на первом этапе после выхода из аэропорта, ведь это доходит вплоть до того, что человек хочет сказать, а зачем я вообще сюда приехал? Может быть, мне сесть обратно на самолет и улететь?
Когда он заселяется в отель, и у него возникают негативные эмоции по поводу того, как отрабатывает сотрудник, да, по отношению к нему, это же в любом случае негативно скажется на репутацию. Да, можно будет сказать, вы знаете, в Якутске прекрасно, все было замечательно, но вот то-то, то-то, то-то прям не очень. Ну, если вот вам совсем нечего делать и некуда поехать, ну, может быть. Я сейчас, да, утрирую, вместо города Якутск можно поставить любое, да, то есть вот я не к тому, что здесь плохой там сервис и так далее, да, я к тому, что люди оценивают в комплексе. И вот негативные эмоции, они, безусловно, очень часто перевешивают те плюсы, которые мы видим. Те люди, которые путешествовали раньше в России, которые в 2020-м продолжили путешествовать по России, сейчас продолжат, у них уже есть определенный багаж, у них есть определенный опыт в путешествиях, да, и есть определенные предпочтения. Это не про то, что они в первый раз взяли, поехали, выехали из своего города. Нет, абсолютно не про это. Но очень хочется надеяться, что внутренний туризм, который вызвал коронавирус, все-таки заставит сферу туризма пересмотреть свои взгляды в сторону все-таки улучшения качества предоставляемых услуг, чтобы люди не просто ездили по России, а ездили с наслаждением. И это ваша работа. Абсолютно. Артем Владимирович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго, желаю вам. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью», но о развитии отрасли гостеприимства нам рассказал Артем Губанов, директор Федерации рестораторов и ательеров, ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства. Не забывайте носить маски и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.